Как защитить свое имущество, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Вадим Шакиров, начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Уфе. Вадим Фанилевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы говорим с вами об имуществе и, в частности, о недвижимости, о том, что сейчас летний период, когда очень многие уезжают в отпуск, кто-то уезжает отдохнуть. Вот как можно при этом сохранить свое недвижимое имущество? Ну, первый вопрос. Существует ли такое понятие, как кража квартир? Да, конечно, существует. Есть у нас и даже по этому поводу в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации статистика. Вот если посмотреть и обратиться к ней, у нас за 5 месяцев совершен 21 факт такого вида происшествий. Если сравнить это с прошлым годом, то это на 3 факта, конечно же, меньше. Вы говорите сейчас о городе Уфе или о республике в целом? Я говорю о городе Уфе. Расскажите, может быть, есть какая-то классификация квартирных воров? Да, вот просто нам казалось, что это уже ушло в прошлое, но нет? Нет, определенная классификация есть. У нас, вот, несмотря на общее снижение зарегистрированных фактов такого вида происшествий, статистические данные свидетельствуют, что есть определенная классификация. Их условно можно разделить на несколько групп. Во-первых, это значит, те лица, которые относятся к наркозависимым, лица, чрезмерно употребляющие алкоголь, лица без определенного места жительства. То есть те лица, которые идут значит, на такие действия без какой-либо подготовки по спонтанному значит, какому-то обстоятельству и зачастую проникают в жилище граждан такими вандальными способами, проламывая окна, двери. Есть также значит, категория воров, которые совершают кражу по случаю. Значит, у них нет определенного технического арсенала, они совершают кражи по удобному для них стечению обстоятельств, тогда, когда, например, собственник забыл запереть дверь, оставил вещи без присмотра. Есть профессиональные воры, это уже те, у которых имеется богатый опыт, они знают, как правильно вскрывать замки, имеют технический арсенал, имеют опыт. Есть та категория, которая совершает, приезжая из других городов, так называемые гастролеры. Если говорить о профессиональных ворах, то они знают, как вскрывать замки той или иной сложности. Если проникли в квартиру, они знают, где находятся ценные вещи, дорогостоящие вещи, знают, как их похитить, как их быстро реализовать. То есть это все то ценное, которое компактно взять и значит, переместить из квартиры для того, чтобы в последующем, реализуя свой корыстный умысел, значит, их продать. Также значит, зачастую посягательством становятся и владельцы гражданского оружия. Это тоже категория, где есть экземпляры вооружения достаточно дорогие. Вадим Фанилевич, я вначале сказала о том, что сейчас лето, и это пора отпусков. И вот существует ли такое понятие, как сезонность квартирных краж? Да, с одной стороны, можно так сказать, риск хищения имущества в летний период он гораздо выше, поскольку собственники жилья уезжают на длительный период в отпуск, за границу, за город, ну и также рабочие отъезды у них могут быть. Но здесь стоит тоже отметить, что собственник в любое время может отсутствовать дома, и тут дело, знаете, такого физического принципа. То есть непосредственно отсутствие дома в этот период злоумышленник может реализовать свой преступный замысел. Но да, в летний период поводом именно для злоумышленников гораздо больше именно фактор того, что люди находятся в отпусках. Есть какие-то способы именно проникновения в жилье? Может быть, можно как-то это предотвратить? Да, есть множество способов, как можно проникнуть, какие способы, вернее, применяют на злоумышленники. В нашей ведомственной статистике мы условно делим на 2 категории граждан. Это те, которые предпочли обезопасить свое имущество собственными силами, и те, кто доверяет это специализированным охранным организациям. Для тех, кто предпочел самостоятельно обезопасить свое имущество, мы рекомендуем, во-первых, быть сдержанным в социальных сетях о своем благополучном финансовом положении, не распространяться о дорогостоящих покупках или наличии такого имущества, также не сообщать в тех же социальных сетях о периодах отъезда за границу, в отпуск, выкладывать фотографии с аэропорта. Также не рекомендуем
значит, включать свет в ночное время. Это для тех граждан, которые значит, живут в многоквартирных домах, чтобы не отследить место их жительства. Рекомендуем оборудовать оконные конструкции решетками, также сменить замки в квартирах при въезде в новую квартиру. То же самое рекомендуем сделать в случае, если были утеряны ключи, и не рекомендуем значит, прикреплять ключам какую-либо информацию, по которой можно идентифицировать собственника или адрес квартиры. Ну и также рекомендуем установить табличку «Охраняется Росгвардией». Это категория для тех, кто значит, предпочитает охранять имущество самостоятельно. Но эти способы они зачастую не обеспечивают надежной защиты. Риск существенно снижается в тех случаях, когда собственник предпочел передать свое имущество под охрану специализированной охранной организации. То есть установить систему охраны сигнализации, которая значит, дистанционным способом в отсутствие собственника дома обеспечит значит, передачу всех извещений в мониторинговый центр, где, если в случае нарушения какого-то рубежа охраны значит, пройдет извещение, значит, в этом случае с мониторингового центра охранной организации будет направлен наряд для проверки целостности рубежей всех рубежей охраны и установления факта проникновения либо задержания злоумышленника. Каким образом можно осуществить именно этот метод защиты своего жилья? Что нужно сделать, чтобы Росгвардия взяла под охрану? В этом случае необходимо обратиться в подразделение внедрения охраны Росгвардии. Это можно сделать дистанционно, подать заявку по телефону, либо это можно сделать путем непосредственной явки в подразделение охраны Росгвардии и написать заявление. Для этого потребуется ряд документов. Это сведения, которые указывают на право собственности, соответственно, необходимо сведения, которые идентифицирует владельца жилья, согласие иных собственников, если это долевая собственность, ну и также подтвердить права, если заявители действуют в интересах собственника по доверенности. Далее, какой механизм? Вот мы заключили договор, что нужно еще сделать? Вот я имею в виду, наверняка здесь нужна какая-то оплата, вот какие здесь цены? Да, вы правильно отметили. В этом случае, если мы заключили договор он возмездный, за охранную или тревожную сигнализацию предусмотрена плата. Плата взимается один раз в месяц и составляет всего 186 рублей за пользование охранной или тревожной сигнализацией. Можно, конечно же, выбрать и комбинированный способ. В этом случае будет и охранная сигнализация, и тревожная, так сказать, в одном кейсе. В этом случае плата в месяц составит всего 310 рублей. Но вот как осуществляется сама охрана, да? Это же не просто пришел, подписал договор и все. Есть же какие-то датчики, еще что-то. Вот каким образом все это? Да, значит, с момента подачи заявления мои коллеги проведут обследование квартиры и дадут технические рекомендации об установке извещателей охранных с учетом всех нюансов. Работают такие извещатели автономно. Они обнаруживают зону нарушения охранного режима и передают извещение в мониторинговый центр. Такие датчики реагируют на все изменения, и их можно строить таким образом, что они будут даже на малейшие колебания реагировать. А в случае, если у собственника есть домашние питомцы, например, кошка или собака, можно запрограммировать их таким способом, что в этом случае реагировать они не будут. Также, конечно же, стоит обратить внимание на укрепление двери. Это один из таких важных аспектов в охране. Дверь мы рекомендуем оборудовать 2 замками разного принципа действия, разными механизмами. Одним из которых замков мы рекомендуем установить это предупреждающего вида замок, который значит, подаст сигнал в случае, если злоумышленник попытается вскрыть дверь путем подбора ключей. Пройдет извещение мониторингового центра, и туда незамедлительно будут направлены силы Росгвардии. Сколько стоит оборудовать квартиру? Примерный диапазон? Примерный диапазон, он состоит примерно 15-30 тысяч. Это та небольшая сумма, которая позволит собственнику чувствовать себя в безопасности и не беспокоиться за свое имущество. Датчики можно выкупить сразу, можно у организации, значит, которая занимается обслуживанием, взять их в аренду, в том числе с правом выкупа. Расскажите, как скоро реагируют специалисты именно на срабатывание сигнализации?
Поскольку мои коллеги, они относятся к категории сотрудников, в том числе экстренных служб, реагирование осуществляется с момента прохождения извещения с объекта в мониторинговый центр незамедлительно. Группа задержания выезжает в течение 10-15 секунд. Эти секунды нужны для того, чтобы сотрудники соблюли требования гарантии личной безопасности и экипировались в средства индивидуальной бронезащиты для того, чтобы обеспечить свою безопасность при боевом выезде. Вадим Фанилевич, ну давайте не будем говорить не только о недвижимости, да, поговорим еще о других способах защиты, например, автомобиле или вот собственная защита, если, да, вот идешь по улице, и вот, например, одна девушка идет, и что-то случилось, да, вот чувствует опасность. Какие есть варианты? Да, вот про последний вопрос, который вы сказали, он достаточно такой актуальный. На сегодняшний день существует такой способ охраны, как использование персонального трекера. Персональный трекер, то есть это значит, не нужно покупать никакое дополнительное оборудование, можно на мобильное приложение скачать, на мобильный телефон скачать приложение, и это приложение будет, значит, отслеживать координаты вашего реального положения, и в случае, значит, если человек оказался в какой-то ситуации, можно вызвать, значит, путем передачи, значит, такого извещения через мобильное приложение, вызвать сотрудников Росгвардии для пресечения факта правонарушения, оказания помощи, поскольку, как я сказал, это очень такой актуальный вопрос. Если человек один раз уже оказался в беззащитной ситуации и вовремя не получил, значит, помощь, то в нашем случае, значит, здесь нет никакого промедления. Сотрудники реагируют моментально. Если мы говорим про услуги перевозок, да, есть у нас организации, которые осуществляют перевозки, им тоже доступна, значит, установка к системе Аэроглонасс, подключение приложения к системе внешней охраны, и в этом случае можно через координаты на электронной карте города видеть везде, где находятся, значит, машины, и не только по городу, а по всей России. И, значит, есть возможность передать сигнал тревоги в мониторинговый центр, откуда опять-таки будут направлены необходимые силы и средства. Вот в качестве примера могу привести, мы на базе станции медицинской скорой помощи, это такая, знаете, подверженная категория работников, которые бывает и подвергаются, значит, каким-то нападкам, значит, насильственного характера. Мы прорабатываем вопрос, значит, в качестве пилотного проекта по подключению их к системе охраны, в системе охраны, вневедомственной охраны Росгвардии. То есть мы сможем максимально в городе Уфе, значит, все станции скорой помощи, которые есть и где эксплуатируются транспортные средства, их обеспечить безопасностью. А если вдруг у наших телезрителей остались вопросы, по какому номеру можно обратиться или куда можно приехать? Значит, можно обратиться непосредственно в подразделение внешней охраны. Мы находимся по адресу Революционная 76/1. Значит, там располагается, значит, непосредственно отдел, который занимается организацией охраны имущества. По номеру телефона также можно обратиться 215 1030, добавочный номер 212. Там специалисты ответят на все возникающие вопросы. Вадим Фанилевич, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о тех методах защиты, которые можно применять, чтобы защитить себя, свою недвижимость, автомобиль, ну и вообще имущество. Спасибо. Пожалуйста. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.